Приветствую всех на игре «Города-реки». Наверняка многие из вас в детстве играли в эту замечательную игру на бумаге. Мы решили, что придавать забвению такие полезные и интересные занятия никак нельзя. Ведь эта игра имеет массу достоинств. Помимо веселого времяпрепровождения, это еще пополнение словарного запаса и расширение кругозора. Познакомимся с игроками. Игроки, представьтесь. Меня зовут Абдулдаев Тынчтыкбек Эркинбекович. Я студент филологического факультета университета Северо-Восточного федерального университета, магистрант. Родом из Кыргызстана. Исен месес Деслар. Меня зовут Бородин Константин. Я студент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, филологического факультета 3-го курса. Сын земли Забайкальской, Гуран с татарскими корнями. Для начала мы определим, кто будет из вас отвечать первым. Для этого я задам вам вопрос. Ваша задача – ответить на него максимально быстро, дав правильный ответ. Знаете ответ, смело нажимайте кнопку на тумбе. Итак, вопрос. Этот древнейший героический якутский эпос в 2025 году был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия, как он называется, Олонхо, Калевала или Нартский. Константин, была кнопка. Олонхо. Конечно же, это Олонхо. Вы будете отвечать первым на вопросы нашей игры. Игра проводится между командами, которые отвечают на вопросы по 4 блокам: город, регион России, страна и река. В каждом блоке по 8 вопросов, которые задаются по очереди. После зачитывания ведущим вопроса на обдумывание каждого ответа дается 20 секунд. В студии работает таймер. Если игроки сразу знают ответ, они могут не дожидаться окончания работы таймера и ответить на вопрос. За каждый верный ответ засчитывается 1 балл. Если игроки отвечают неверно, право ответа переходит к команде соперников. Волнуешься, да? Ну, как говорила ныне не в почете Лариса Долина, что за артист, который не волнуется? Мы начинаем первый тур, который посвящен городам. Константин, вопрос для вас. На купюру какого номинала изображена Москва? 100 рублей. Константин, абсолютно верно, 100 рублей. Тынчтыкбек, какую битву 1812 года французы назвали Московской? Бородинская? Действительно, это Бородинское сражение. Константин, от нашествия какого хана Владимирская икона Богоматери, привезенная в Москву в 1395 году, спасла город? Чингисхана, Мамая, Тамерлана? Тамерлана. Константин, это правильный ответ. Тынчтыкбек, какую достопримечательность Московского Кремля создали отец и сын Моторины? Царь-колокол, царь-пушка, Красное крыльцо? Красное крыльцо? Правильный ответ – царь-колокол. Константин, какие охотничьи птицы были приняты на службу в Московский Кремль, чтобы отпугивать голубей и ворон? Соколы. Да, это соколы. Правильный ответ. Тынчтыкбек, где в Москве находится знак нулевого километра автодорог, от которого идет отсчет всех дорог России? В центре Тверской улицы, между Манежной и Красной площадями. Этот знак находится не в Москве. Так, я думаю, между Манежной и Красной площадями. Это правильный ответ. Константин, кому в столице поставили первый памятник? Юрию Долгорукому, Минину и Пожарскому, Кириллу и Мефодию? Так, но я знаю, что Минину и Пожарскому памятник, да, это единственный памятник, который находится на Красной площади, людям посвящен. Пусть будет Юрию Долгорукому. Правильный ответ. Может быть, будет у Тынчтыкбека? Я думаю, Юрию Долгорукому. Угу. Правильный ответ – Минину и Пожарскому. Все-таки. Тынчтыкбек, сколько небоскребов включает в себя Московский международный деловой центр Москва-Сити? 9? Это неправильный ответ. Константин? 3. Правильный ответ – 11. На этом первый тур, посвященный городам,
завершаются. Тынчтыкбек, ну давайте знакомиться. Расскажите о себе, откуда вы родом, как давно находитесь в России, чем здесь занимаетесь в Якутии. Я родом из Республики Кыргызстан, Иссык-Кульская область. Нахожусь в Якутске с 2022 года. На данный момент работаю в канцелярии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в городе Якутске в должности референт. Это, простыми словами, помощник консула. И я учусь в магистратуре на филологическом факультете. Славно. Но зрители не могут не обратить внимания на ваш прекрасный костюм. Можете ли рассказать о нем? Хорошо. Так, у меня, как видите, аккалпак. Это национальный головной убор Кыргызстана, кыргызов. Вот этот орнамент означает открытость. У кыргызов в каждой одежде, именно национальной одежде, есть узоры. И вот на мне орнамент – это открытость. Национальный головной убор аккалпак носят люди из Кыргызстана в праздничные дни. И мы достоинством, так скажем, носим наш аккалпак. Ну, я думаю, что присутствие на нашей передаче тогда сродни празднику, раз вы с головным убором. Да, для меня праздник сегодня. Константин, давайте и с вами знакомиться, откуда вы родом, что делаете в Якутии. Я родом из Забайкальского края, города Борзи. Но когда я родился, регион назывался иначе. Он назывался Читинской областью. И спустя несколько лет после моего рождения прошел референдум по объединению Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области. И тогда образовался Забайкальский край. Вот сейчас он называется Забайкальским краем. В Якутию я приехал учиться, трудиться на благо этой замечательной республики. Я являюсь поэтом. Мне не нужен мир заоблачный и не нужен далекий Марс. Надо мне, чтоб на стене моей комнаты флаг висел, а на флаге барс. Это маленький кусочек из большого произведения. Что это значит? Собственно говоря, флаг, на котором барс, это белый барс, это символ Татарстана. И я люблю Татарстан, свой Забайкальский край, это моя родина, республику Саха-Якутия. И благодарен им за то, что они меня взращивают, за то, что они меня воспитывают. Славно. Ну, посмотрим, какие будут славные результаты первого тура. Тынчтыкбек, у вас 2 правильных ответа, Константин 3 правильных ответа. Мы приступаем ко второму туру, который посвящен регионам Российской Федерации. Константин, вопрос для вас. Назовите столицу Республики Марий-Эл. Йошкар-Ола. Это правильный ответ. Тынчтыкбек, в какой федеральный округ входит Республика Марий-Эл? Приволжский. Правильно. Константин, как переводится с марийского языка Йошкар-Ола? Красный город, белый город, город на реке. Красный город. Это правильный ответ. Тынчтыкбек, с какими областями и республиками граничит Республика Марий-Эл? Назовите хотя бы 2 из них. Считаю, что Московская область. И Республика Калмыкия, может быть. Ответ принят. Константин, будет ли попытка ответа? Думаю, республика все-таки Удмуртия, республика Татарстан, Башкортостан назову еще. Они все-таки так компактно, эти республики расположены. Да. Ответ неправильный. Правильный ответ. Кировская и Нижегородская области, Республика Татарстан и Чувашская республика. Константин, какое животное в марийских лесах называют лесным плугом? Лось, медведь, кабан, лошадь. Лось. Это неправильный ответ. Тынчтыкбек. Медведь. Это неправильный ответ. Правильный ответ – кабан. Тынчтыкбек. Какой музыкальный инструмент используется в марийской культуре? Балалайка, баян, гусли, домра. Домра. Это неправильный ответ. Константин. Так, в марийской культуре, да? Баян. Это неправильный ответ. Правильный ответ – гусли. Константин. К какой семье языков относится марийский язык? Это финно-угорская. Совершенно верно. Тынчтыкбек.
Какие цвета чаще других используют в марийской национальной вышивке? Красный и черный или синий и зеленый? Считаю, что красный и черный. Это правильный ответ. На этом второй тур, посвященный регионам Российской Федерации, завершен. Тынчтыгбек, продолжим знакомство. Вы сказали, что обучаетесь в магистратуре. Что вы изучаете? Какие дисциплины? Так, в магистратуре мы изучаем прикладная филология в профессиональной деятельности. Для меня всегда было интересно изучать именно русский язык и русскую литературу. В Кыргызстане всегда была интересна, в общем, русская литература. Вот как только я прибыл в республику Саха-Якутия и хотел именно углубленно изучить русский язык, и поэтому я поступил именно в этот факультет. Спасибо. Константин, давайте поговорим про ваш национальный костюм. Что на вас надето сегодня? Сегодня я в мужском татарском национальном костюме. На мне тюбетейка, этот головной убор так называется, и у многих тюркских народов он присутствует. Также рубаха, цвета, прежде всего зеленый, стоит обратить внимание, он и на флаге Татарстана. Это цвет ислама, большинство татар исповедует ислам. Золотой цвет, он обозначает солнце, он обозначает возрождение. Зеленый цвет также плодородие. И, между прочим, не только зеленый цвет, но и вот вы можете обратить внимание, некоторые орнаменты, они отсылают к растительности, то есть к плодородию прежде всего. Ну что же, вы радуете нас своими костюмами. Посмотрим, насколько вы будете рады своим результатам. Результаты второго тура. Тынчтыгбек 2 правильных ответа, Константин 3 неизменно. Третий тур посвящен странам мира. Константин, вопрос для вас. В каком океане расположено островное государство Мадагаскар? Так, это Индийский океан? Ответ верный. Тынчтыгбек. Каким по величине является остров Мадагаскар в мире? Второй. Константин, попробуйте предположить. Так, точно не второй, потому что все-таки острова, лидирующие Гренландия и Австралия. Пусть Австралия будет... разве остров? Австралия — это материк. Так, континент, извините. Пусть будет 9-м. Не знаю. Правильный ответ – 4-е место. Ну, Константин, назовите столицу Мадагаскара. Так. В голове Мозамбик, но это страна, насколько мне известно. Столицы у страны нет Мадагаскара? Мадагаскар есть столица Мадагаскара, по-моему. Ответ неверный. Тынчтыгбек. Думаю, тоже город Мадагаскар. Правильный ответ – Антанариву. Тынчтыгбек, какой язык на Мадагаскаре является официальным? Английский. Ответ неверный. Константин. Так, вероятно, французский язык. Колоний много все-таки в Африке было французских. Французский? Мы засчитаем это за правильный ответ. Правильный ответ – малагазийский и французский. Константин, какой продукт лежит в основе кухни Мадагаскара? Картофель, чечевица, рис, бананы. Пусть будет чечевица. Тынчтыгбек, предположите правильный ответ. Бананы. Правильный ответ – рис. Тынчтыгбек, что представляет из себя палиха, один из традиционных музыкальных инструментов Мадагаскара? Струнный щипковый инструмент из бамбука, бамбуковая флейта, деревянная гитара. Деревянная гитара. Константин. Так, струн, из бамбука почему-то, мне кажется, нет. Пусть будет, ладно, из бамбука щипковый инструмент. Это верный ответ – струнный щипковый инструмент. Константин, как называется денежная единица Мадагаскара? Так, нет, это не лир, не знаю. Тынчтыгбек, предположите верный ответ. Может быть, мадагаскарский доллар? Правильный ответ – ариари. М, Тынчтыгбек, кто такие фосы, о которых вы наверняка слышали из мультфильма «Мадагаскар»? Это
Ну, как их правильно назвать? Были же в мультфильме вот эти двое. Как их правильно назвать? Может быть, хомячки или как? Не знаю. Хомячки, ну, спасибо за предположение. Мыши. Константин? Это хищные, хищные животные. Знаете, чем-то они мне напоминали, ну, в мультике, по крайней мере, да и в своей обычной жизни, гиен, что-то из ряда такого. Как собаковидные, что ли. Я не биолог, но вот это хищные такие существа. Ну, на гиен похожи. Ну, Константин, мы засчитаем вам за верный ответ. Наиболее близкий. Все-таки хищники – это гораздо более близкое определение, чем грызуны. Хищное млекопитающее семейство мадагаскарских вивер. На этом третий тур, посвященный странам мира, завершен. Традиционный вопрос для наших игроков. Тынчтыкбек, какие регионы России вы успели посетить? Город Москва, город Казань, город Красноярск, Новосибирск, и Якутск, Иркутский, город Кемерово, Чита, Чита. Чита. Забайкальский край. ага. И еще какие города? Думаю, все. Какой город вас больше всего впечатлил? Город Казань и город Красноярск. Мне вспомнился фильм «Мимино», где как раз была спета песня «Чита, Горита, Чита, Маргарита», поэтому, может, к этому отсылается. Но на самом деле я посетил какие регионы? Забайкальский край, казалось бы, на тот момент Агинский-Бурятский автономный округ, Читинская область, получается, да, вдобавок ко всему, Якутия, Республика Саха-Якутия, Красноярский край, и я согласен, это замечательный город, я тоже влюбился и даже цикл стихотворений посвятил Красноярскому краю и Красноярску в частности. В вашем личном рейтинге на первом месте стоит, конечно же... Ну, наверное, топ-3 города. Там, где родился Борзя, Отлично. Якутск и красивейший Красноярск. Ну что же, посмотрим на красивые результаты третьего тура. Константин 4 правильных ответа и некрасивые для Тынчтыкбека 0 правильных ответов. И мы переходим к четвертому туру, который посвящен рекам. Константин, вопрос для вас. Назовите самую длинную реку в Северной Америке. Миссисипи. Это правильный ответ. Тынчтыкбек, по территории какой страны протекает Миссисипи? Соединенные Штаты Америки. Верно. Константин, какой город построен в дельте Миссисипи? Мемфис, Сент-Луис, Новый Орлеан, Канзас-Сити. Ну, пусть будет Мемфис. Это неправильный ответ. Тынчтыкбек, предположите. Считаю, что Канзас-Сити. Правильный ответ – Новый Орлеан. Тынчтыкбек, какой приток Миссисипи самый крупный? Миссури, Арканзас, Огайо, Иллинойс. Огайо. Это неверный ответ, Константин. Миссури. Это правильный ответ. Константин, почему на Миссисипи часты наводнения, много осадков, отсутствие дамб, уровень воды и берегов одинаков, нагон воды из залива? Ну, вероятно, нагон воды из залива. Это неверный ответ, Тынчтыкбек. Уровень воды и берегов одинаковый. Это правильный ответ. Тынчтыкбек, какое место по протяженности в мире занимает река Миссисипи? Первое это у нас Ниль, Амазонка. Давайте на 5-е место. Это неверный ответ, Константин. Так, по протяженности. Нил, Амазонка, Янцзы, наверное, и 4-е место пусть будет. Вы были близки, но нет. 3-е место. Константин, куда впадает Миссисипи? Так. Ну, вероятно, в Атлантический океан, не знаю. Пусть будет Атлантический океан. Нас интересует более точный ответ. Тынчтыкбек, попробуйте предположить, куда конкретно впадает Миссисипи. Может быть, Мексиканский залив? Это верный ответ. Мексиканский залив Атлантического океана. Да. Зачитаем за вами правильный ответ. Тынчтыкбек. Из-за того, что Миссисипи петляет, один известный писатель назвал эту реку первой в мире обманщицей, которая во время весеннего разлива может срезать по прямой.
Какому американскому писателю принадлежат эти слова? У меня нет ответов. Константин, предположите. Марк Твен. Это правильный ответ. На этом 4-й тур, посвященный рекам, завершен. А на этом игра для вас завершена. И хотелось бы узнать от вас обратную связь. Насколько оцените наши вопросы? Показались они вам сложными, легкими? Были ли вопросы, которые достались вашему оппоненту, но вы знали на них? Может быть, какие-то вопросы показались вам наиболее интересными, противоречивыми? Первый ли это для вас опыт участия в телевизионных передачах? Какие-то приветы? Все, что хотите в завершении игры. Игра была очень интересная. Вопросы тоже интересные, несложные. Благодарю за приглашение. Хочу, чтобы часто проводились такие игры. Благодарю свою коллегу за прекрасную игру. Но если можно привет передать, я передаю привет в город Борзю, своей семье. И, наверное, я все-таки остался под большим впечатлением от данной телеигры. Мне нравятся подобные форматы. Хочется сказать, что интересными были вопросы про Республику Марий-Эл. Это все-таки год единства народов России. Нужно это отметить. И очень здорово, что мы узнаем посредством таких замечательных проектов о наших регионах, о народах, даже из других стран, вот как о Мадагаскаре, если да, мы здесь отвечали. Я помимо этого хочу сказать спасибо, если этот человек посмотрит данное шоу. Спасибо своему учителю географии. Я в школе безумно любил географию и даже в 9 классе сдавал ОГЭ по географии. Наталья Федоровна Котельникова, передаю вам привет, спасибо. Ну, как видите, помню, знаю. Спасибо. Спасибо вам, товарищи, и съемочной группе, и замечательному ведущему. Очень мне понравилось. Даже еще бы хотелось дальше. Спасибо и рахмет своему коллеге. Спасибо вам за положительные отзывы. Ну, а мы о результатах, может быть, не совсем положительных. Тынчтыбек 3 правильных ответа, Константин 3. Но, видимо, Тынчтыбеку нужно было еще больше туров для того, чтобы обогнать своего оппонента. Результаты следующие. Тынчтыбек по итогам всей игры 7 правильных ответов, Константин 13. С чем, собственно говоря, я вас поздравляю. И наверняка могу сказать, что филологический факультет СУФУ гордится своими такими студентами и магистрантами. Спасибо вам за игру. Спасибо. До свидания. До свидания. Это игра «Города-реки». Игра, где мы узнаем друг от друга и о мире чуточку больше. Хотите сыграть? Тогда мы ждем вас.